прямом эфире новости Татарстана. Добрый вечер. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Воспоминания и воззрения. С этой стороны Талгат Абдуллин со своей группой, с этой стороны Иван Грачев и другие. Ну, помните эти времена. Что сегодня в Госсовете говорили о Конституции Татарстана? Выслушал Дмитрий Аренин. Успевают и детей воспитывать, и работать. Восхищаемся ими, да. Любим, уважаем. Как живет многодетная семья в Мензелинске, которая удостоена ордена по указу президента России, расскажет Зарина Ахметова. Заглянуть под землю и обомлеть. Образовалась она силами природы и токами подземных вод. Почему Камское устье может стать туристическим центром республики и как к обустройству пещеры относятся сами спелеологи, у них спросил Сергей Хайдаров. «Я бегу и обещаю» вселяет надежду. Родители и дети с большим удовольствием участвуют во всех спортивных соревнованиях, потому что они выздоравливают, они победители. О самых заветных желаниях маленьких татарстанцев Алия Хайрудинова. Сегодня День Конституции Татарстана. В республике это выходной день. Татарстанцев поздравил Рустам Минниханов. Как отметил президент в своем обращении, принятие в 1992 году Конституции Татарстана сыграло определяющую роль в становлении современной правовой системы. Оказало благотворное влияние на общественно-политическое развитие республики. Конституцию определил многонациональный народ Татарстана. Она создала эффективную систему для работы всех ветвей власти и роста благосостояния ее жителей. Рустам Минниханов подчеркивает, цитата, «Единство действий власти опирается на устойчивое доверие татарстанцев, подкреплено сотрудничеством с общественными объединениями, развивающимися институтами гражданского общества. Все это составляет основу межнационального, межконфессионального мира и гражданского согласия, являющихся нашим непреложным ценностным ориентиром. Сейчас Татарстан один из динамично развивающихся регионов страны, признанное место проведения мировых и всероссийских форумов. Успехи республики отражаются на развитии всех сфер, укрепляет оптимизм татарстанцев. Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Татарстана. Пусть каждый прожитый день приносит удовлетворение от плодов труда, радость искреннего общения, новые знания и опыт». О том, что сегодня особенный для республики и ее жителей день, Рустам Минниханов обозначил и в Инстаграме. Там он выложил видеоролик. Те, кто писал Конституцию Татарстана, и те, кто сейчас работает по ее положениям, сегодня встретились в Госсовете Республики. В парламенте прошел круглый стол, посвященный 27-й годовщине принятия Конституции. На встрече депутаты разных лет и эксперты-общественники делились воспоминаниями и рассказывали, какие возможности для Татарстана открыл его основной закон. Как проходило и чем ознаменовалось это знаковое историческое событие, узнал Дмитрий Аренин. По книжным меркам Конституция Татарстана небольшая, 68 страниц. В ней 7 разделов, 4 главы, 126 статей. Но это, как сегодня отмечали, тот случай, когда, что называется, мал золотник да дорог. С этой стороны Талгат Абдуллин со своей группой, с этой стороны Иван Грачев и другие. Ну, помните эти времена. Поделиться воспоминаниями об основополагающем событии Татарстана пришли те, кто писали Конституцию республики. Над документом работала целая группа татарстанских ученых и правоведов. Конституционную комиссию возглавлял Минтимир Шаймиев. Сегодня участникам круглого стола он передал привет. Всем вам большой привет. Правильно, говорит, сделал, что собрал всех в этот день. Нельзя, говорит, этот день забывать. И особенно важно, он сказал, забывать тех людей, которые стояли у истоков Конституции, которые славно, я не побоюсь этого слова сказать, живет, созидает Республика Татарстан. Конституции предшествовал референдум 1992 года. На нем более 60% жителей республики поддержали курс на повышение самостоятельности Татарстана. Нам предстояло убедить не только свое собственное население, что мы сделали, но и российское руководство с тем, чтобы оно убедилось в том,
что Татарстан идет по правильному демократическому пути и не нарушает суверенитета Российской Федерации. Конституция Татарстана была принята 6 ноября 1992 года. За это практически единогласно проголосовал парламент республики. Принятая сегодня Конституция – первая в нашей истории, идущая от интересов республики. Она создавалась не по чьей-либо указке, а базировалась на волеизъявлении народа, выраженного в декларации и на референдуме 21 марта 1992 года. Конституция отразила всю уникальность Татарстана. Был установлен статус республики, институт президентства, получили равноправие государственные языки, была дана свобода экономической деятельности. 6 ноября будет отмечаться как День Конституции Республики Татарстан в соответствии с нашим решением. Сегодня праздник, и я поздравляю вас и всех жителей республики с этим праздничным днем. Это событие, как отмечали сегодня, ознаменовало принципиально новый этап политического и социально-экономического развития республики. Те основы, которые заложены в этой Конституции, базовые ценности, они абсолютно работают сегодня. Конституция святее всех. Для нас с вами, законодателей, я еще раз выражаю вам всем признательность, свое личное спасибо. И от имени руководства Республики Татарстан желаю вам доброго здоровья и новых больших успехов. Как сегодня подытожили, базовые принципы Конституции Татарстана выдержали испытания временем. И сейчас республика, устремленный в будущее, динамичный регион-лидер. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Один день до парада памяти. Каждый год 7 ноября на площади Куйбышева собираются ветераны, военные и кадеты, чтобы пройти строем и почтить память тех, кто ковал Великую Победу. Участником парада станет и наш герой Советского Союза Борис Кузнецов. Сегодня он отправился в Самару. Вместе с ним поехали наши кадеты. Супруги из Мензелинска Фаяса и Гульнар Хузигалиевы удостоены ордена родительской славы по решению президента Владимира Путина. Глава семьи, в которой воспитываются 4 ребенка, работает в районном отделении полиции, а мама руководит службой судебных приставов. Старший сын уже вернулся из армии и скоро продолжит дело отца. Как родителям удается совмещать непростую работу и воспитание детей, увидела Зарина Ахметова. Окончено фактическим исполнением. Все фактическим исполнением. Хорошо. У судебных приставов время совещания. Результатами борьбы за право делится с начальником Гульнар Хузигалиевой. Уже больше 10 лет именно она руководит районным отделом. За это время появились и поводы для гордости. За последние 10 лет существенно улучшилась ситуация по алиментам в районе, по крайней мере. Видимо, сознание граждан срабатывает. В коллективе большинство женщины, все активные и инициативные. Успевают и работать, и в конкурсах участвовать. Во многом, говорят, берут пример с руководителя. Она очень ответственный человек. При этом она еще и веселый, находчивый. Когда у нас какие-то проблемы в личном плане бывают, всегда идет на помощь, всегда выслушивает, всегда какие-то решения подсказывает. Вечер после работы для Гульнар – самая приятная часть дня. В это время вся семья собирается дома. С работы приходит супруг, служащий полиции. Его встречают близнецы Амир, Альмир, дочка Алия. Старший сын Айнур на учебе, пошел по стопам отца. Он сейчас уже не живет с нами, он живет отдельно. В настоящее время Айнур проходит первоначальное обучение в системе МВД. И сыновей вырастил, и дом построил. Благодаря воспитанию супруга, по словам Гульнар, мальчики знают, каким должен быть настоящий мужчина. Мы в 2012 году получили по федеральной программе единовременную субсидию от МВД России в размере 5 миллионов 200 тысяч рублей. На эти денежные средства вот этот дом и воздвинут. Фаис Хузигалиев руководил отделом полиции. Сейчас на пенсии, но служит до сих пор. На отдых с семьей всегда находит время. Не только уж в Черное море там ездили, вот по городам. По большим городам, уж в Москве, в Челны, вот так. Музеи посещаем, театры. А потому в семейном архиве сотни фотографий и видео. Энергичности им не занимать. Тем более с такой мамой. Она даже с парашютом прыгала. Вот так дружно в Мензелинске живет семья, которая по указу президента России удостоена ордена родительской славы. Для многих они пример. Восхищаемся ими, да. Любим, уважаем. Зарина Ахметова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Мензелинский район.
на новую квартиру или дом. Социальные выплаты на покупку или строительство жилья получили 58 полицейских и их семьи из Казани, Челнов и 13 районов республики. Сегодня сертификаты им вручил министр внутренних дел республики Артем Хохорин. Всего за последние 7 лет такие выплаты получили 722 семьи сотрудников регионального МВД. Общая сумма выплат превысила 2 миллиарда рублей. Квартира у нас не маленькая. Ипотеку надо закрыть, так как муж эту ипотеку брал. Ну и расшириться. 19 лет отработав, получить миллионы, почувствовать себя миллионершей, это большое счастье, это неописуемое. Всех 5 детей, госпитализированных накануне после пожара на Назарбаева Казани, сегодня выписали из больницы. Об этом нам сегодня сообщили в ДРКБ. Напомним, во вторник в результате возгорания многоэтажки помощь врачей понадобилась 2 взрослым и 5 детям. Пожарным удалось вынести из огня 28 человек. Спасатели установили, горела мебель у аварийного выхода. Площадь возгорания 10 квадратных метров. В результате осмотра врачей и обследования и наблюдения патология не выявлена, данных за отравление угарным газом не выявлено. 4 детей вчера выписаны, и сегодня 1 ребенок выписан в удовлетворительном состоянии. Напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Житель Черемшана, полковник в отставке Фаяз Мингазов во дворе собственного дома создал музей и стал местным краеведом. И все из любви к старинным вещам. Собирал он экспонаты несколько лет. Когда их число перевалило за 200, коллекционеру пришлось обустроить специальное место, которое стало маленьким домашним музеем. Теперь посмотреть на экспонаты к нему ходят со всей округи. Это фотоаппарат, древний фотоаппарат, он 1800 года. В руках у Фаяза Мингазова сколотной пластиночный фотоаппарат, антиквариат. Это один из самых ценных экспонатов его музея. А еще сосуды из глины, плуги, прялки, несколько видов самоваров, утюги. Такой экспозиции позавидует любой краеведческий музей. Собирать все это Фаяз Мингазов начал еще 3 года назад. Хотел передать в музей своей деревни, который был в планах. Друзья, соседи, родные мне помогали. Привозили старую утварь. Это наш сельский деревенский утварь. Сельский музей не открыли. Так возникла идея создать его у себя в гараже. Но экспонатов стало столько, что пришлось коллекционеру обустроить специальное помещение. Здесь порядка 200 экспонатов, и у каждой вещи своя история. Например, этот плуг 1927 года, и он был единственным на всей округе. А это деревянная маслобойка. Такое увидишь не каждый день. Специальная труба, ставилась она туда. На этот самовар. Теперь к Фаязу Мингазову ходят на экскурсию со всей округи. Полюбили дом-музей и школьники. Это сельскохозяйственное орудие, будем говорить, уже предок мотоблога. Да, меня очень впечатляет то, что таким прибором могли пахать землю, окучивать. Видите, так, человек такой молодец, вот это все это создал. Фаяз Мингазов полковник в отставке, много лет проработал в органах. Теперь нашел и любимое занятие. Мы же на этом и росли. Все это вижу, вспоминаю, как мы росли. Успокоение, само успокоение дает мне. Ностальгия такая каждый раз. Возвращаешься в детство. Односельчане Фаяза Мингазова называют местным краеведом. В его мечтах собрать впечатляющую коллекцию. А помочь ему в этом собираются всем районам. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Черемшанский район. Коррупция разъест всю социальную ткань, и она развалится. Мнение ученых читайте в специальном интервью в интернет-газете «Реальное время». Это новости Татарстана, и далее в выпуске. Заглянуть под землю и обомлеть. Образовалась она силами природы и токами подземных вод. Почему Камское устье может стать туристическим центром республики и как к обустройству пещеры относятся сами спелеологи, у них спросил Сергей Хайдаров. «Я бегу и обещаю» вселяет надежду. Родители и дети с большим удовольствием участвуют во всех спортивных соревнованиях, потому что они выздоравливают, они победители. О самых заветных желаниях маленьких татарстанцев Алия Хайрудинова.
Привлекать туристов комфортом или оставить памятник природы в первозданном виде? Таким вопросом задаются краеведы, спелеологи и представители комитета по туризму Татарстана. В центре обсуждения Юрьевская пещера. Излюбленное место для экстремалов в Камском устье хотят обустроить, сделать безопасный подход, построить парковку и, возможно, даже гостиницу. Как к такой идее относятся эксперты, узнал Сергей Хайдаров. Не очень безопасно, да, пробираться к пещере? Ну, конечно, оно на той пещере. На машине не проехать, идем пешком чуть больше километра. Нас за собой ведет учитель биологии в сельской школе и по совместительству экскурсовод Анастасия Минигалеева. Около 2 метров, почти на корточках. Камни внутри пещеры, они очень скользкие, они очень гладкие. Их вымывает, как нам сказал экскурсовод, вода, поэтому подскользнуться здесь вообще проще простого. Есть вот такие расщелины, которые мы показали. Там была расщелина всего лишь 1,5-2 метра вниз, а здесь есть расщелины более глубокие, до 10 метров. То в них проваливались и приходилось вызывать МЧС. Все, что мы видим здесь, создано самой природой. Эти рельефы, вытачиваемые водой, меняются годами. Пещеру в Камском устье открыл профессор КГУ Александр Ступишин еще в 1953. Длина этой пещеры чуть больше 1 километра. Здесь есть 8 больших залов, и попасть в каждый из них не так-то и просто без специального альпинистского снаряжения. Причем название у этих залов одно интереснее другого. Вот, к примеру, «Серебряная комната». Образуют серебряные отблески. А что это такое? Вот вопрос. Это всего лишь навсего вода, которая просочилась через породы, растворила в себе соли. А вот так звучит органный зал. Показать пещеру туристам со всего мира, а до этого сделать ее безопасной и комфортной. Такую идею озвучили в Республиканском комитете по туризму. На сегодняшний день в Юрьевских пещерах полностью отсутствует инфраструктура какая-либо. Да? То есть вы можете приехать со своим термосом, бутербродом, дойти, значит, ну, там, подход как-то там, значит, обустроен, и там заход как-то обустроен и так далее. Вот у нас сейчас задача ввести Юрьевскую пещеру в полноценный туристический оборот. В администрации района обеими руками за такую инициативу. Уже подсчитывают экономический прирост и туристический наплыв. Для этого создать какую-то парковочную зону, место для палаточного городка. Даже гостиница планируется. Это правда? Ну, насчет гостиницы пока не могу сказать. Это все в проектах. Спелеологи к такой идее относятся осторожно. Говорят, инфраструктура хорошо, но важно не навредить самому природному памятнику республики. Подготовка пещеры к использованию, она предполагает определенные технические работы, то есть укрепление сводов, расширение проходов. Все это будет наносить, естественно, урон этому памятнику. Как альтернативу спелеологи предлагают обустроить гипсовый рудник. Он находится в считанных метрах, и сюда тоже любят заходить туристы. Каким будет новый проект и будет ли вообще, сейчас все на стадии обсуждения. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Татарстан. Окно в мир европейской музыки 20 века. Сегодня на сцене БКЗ Сайдашева международный фестиваль имени Софьи Губайдуллиной «Конкордия». В этом году организаторы постараются удивить слушателя. Многие произведения будут исполняться в Казани впервые. Это сочинения немецких и австрийских композиторов. Для выступления в столицу приедут солисты Берлинского филармонического оркестра. Гости проведут бесплатные мастер-классы для молодых музыкантов в Казани. Когда классический балет и современные стили танцев встретились на казанской сцене. В эти минуты в оперном театре идет гала-концерт международного фестиваля танцев «Стейдж-платформа». Он собрал лучших танцовщиков Большого и Мариинского театров, а также французского театра «Ля Капитоль». Сейчас с нами на связи Сергей Хайдаров. Добрый вечер, Сережа. Чем запомнится зрителям фестиваль в этом году? Да, здравствуй, Даяна. Добрый вечер. Что ж, действительно, прямо сейчас я нахожусь в театре оперы и балета, и в эти минуты за вот этими вот дверями проходит гала-концерт 3-го международного фестиваля современных танцев. И надо сказать, что если на протяжении 2 последних дней этот фестиваль проходил круто, то гала-концерт проходит еще круче, потому что на сцене звезды Мариинского театра, Большого Московского театра, Новосибирского театра, также звезды балета из Словакии и Франции, и очень разнообразное творчество. Они показывают
показывают зрителю, потому что, придя сюда, можно было убить даже не 2, а сразу 7 зайцев, потому что показывается 7 премьерных номеров от лучших балетмейстеров из России и Европы. Конечно же, невероятное шоу, которое просто не могли пропустить любители культуры нашей столицы. И хочу, кстати, сказать, что буквально до начала этого гала-концерта нам удалось пробраться за кулисы, увидеть, как готовятся танцовщики к сегодняшнему гала-концерту. И давайте послушаем, что они нам сегодня сказали про современные направления в танцах. Это гала-концерт будет современной хореографии, только современный вечер. Вы всегда были на Нурийском фестивале, там, где есть классическая хореография и чуть-чуть современная. Здесь 2 отделения только современной хореографии. И из 16 номеров где-то 12 мировые премьеры. Каждый раз, приезжая в Казань, я так радуюсь, что город развивается. Я наблюдаю его на протяжении уже 15 лет. Мне очень приятно это видеть. Этот фестиваль современного танца решает сразу несколько задач, говорят организаторы. Первая и немаловажная задача – это то, что молодые танцовщики могут здесь получать опыт за счет мастер-классов, которые также включены в программу. Ну а вторая задача для самих выступающих, для балетмейстеров – это доказать, что классический балет очень даже хорошо совмещается с современными направлениями, такие как контемпори. Как раз это самое доказывают прямо сейчас на сцене театра оперы и балета лучшие балетмейстеры. Давайте увидим это и мы в прямом эфире. Да, ну что ж, уже подходит к концу гала-концерт. Вместе с ним через минут уже 20-30, наверное, завершится и весь международный фестиваль современных танцев, который на протяжении 2 дней проходил в Казани. На этом современная культура не прекратит свое существование в столице республики, и организаторы обещают, что этот фестиваль вернется сюда еще через год. Ну что ж, пока у меня на этом все. Даяна, я с удовольствием передаю слово тебе. Спасибо, Сергей. А мы сейчас со сцены оперного переносимся в парк имени Горького. Там сегодня прошел детский забег «Я обещаю». Каждый участник преодолел дистанцию в 600 метров, но до этого записал свое обещание или желание. Кто-то мечтает о новом телефоне, кому-то нужна 5 по математике, а кто-то попросил здоровья. На забеге свое желание загадала и Алия Харудинова. Айсулу Гайнудинова на необычный забег пришла с мамой. Заветное желание уже больше года, одно на всю семью. У Айсулу опухоль. Сегодня дистанцию в 600 метров она не пробежит, а пройдет. Я пришла с мамой, чтобы принять участие для того, чтобы поправиться. Как-то отвлекает нас от больничной суеты, вообще позитивно, все нравится. Кому-то подсказали, кто-то узнал через соцсети. Забег «Я обещаю» ежегодный, и сегодня здесь 500 участников. Кто-то желание диктует сам, а кому-то настоятельно рекомендуют родители. Потому что я хочу, чтобы у меня был собственный телефон. У меня желание пробежать 600 километров, потому что я активный, что я всегда буду слушаться маму. Мама постоянно всегда на меня ругается, потому что... Дотянуть математику до 5, немного осталось. Свое желание загадали и мы, а после на зарядку перед забегом. На старте всех предупредили, скорость не главное, но были те, кто просто рванул. Малышей поддерживали родители. 600 метров одолели, и мы что только не сделаешь для того, чтобы заветное желание сбылось, и пусть оно сбудется с каналом ТНВ. После забега грамоты, золотые медали, сладости и горячий чай. Посмотрите, этот чемпион, держи. Это твоя грамота, твоя медалька. Памятное фото как обязательная часть волшебного забега, ведь в конце каждый свое желание прокричал. Надеемся, Вселенная услышит. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Казань стала столицей российского плавания. Сегодня во Дворце водных видов спорта разыграли комплект медалей. На дорожках пловцы со всей страны. 800 спортсменов доказывают, кто лучший в короткой дистанции. Турнир стал отборочным этапом перед чемпионатом Европы. Есть ли шансы у татарстанцев попасть в сборную России, расскажет Ленар Геннатуллин.
Сигнал на старт, и пловцы бросаются в воду. На кону титул чемпиона страны. В Казанском дворце водных видов спорта 800 спортсменов со всей России. 200 метров баттерфляем, 100 свободным стилем, эстафета 4 по 50. Пока в основном бассейне борьба за чемпионство, в разминочном подготовка. Ждет своего старта и татарстанский пловец Владислав Каун. Чемпион Татарстана и Казахстана, неоднократный призер чемпионата России, поделился своим секретом успеха. Я предпочитаю общаться перед стартом, я так морально отвлекаюсь. Также, допустим, я предпочитаю не плавать много скоростных отрезков, не думать о дистанции непосредственно перед выступлением, потому что я начинаю загружаться, и из-за этого может быть результат хуже. На дорожках и наши спортсменки. Ирина Сергеева только проплыла дистанцию в 200 метров баттерфляем. Показала один из лучших результатов. Говорит, лидерские качества воспитывает в себе с самого детства. Мама была у меня своевольная, решила дать ребенку выбор, а не за нее решать. Ну и 6-летний малыш закричал бассейн. Так вот я и оказалась тут. За 6 дней, что будет длиться чемпионат, пловцы разыграют 46 комплектов наград. Многие участники признаются, команда Татарстана одна из самых сильных. Татарстан, всегда у них очень сильная команда, и в финалы они попадают. Но мы тоже будем с ними бороться, потому что мы тоже работаем, в чем-то, может быть, даже на них равняемся. Соревновательный день на сегодня уже подошел к своему завершению, но, как вы видите, спортсмены не перестают тренироваться. И это понятно, ведь лучшие по итогу 6 дней соревнований будут защищать честь страны на чемпионате Европы в Великобритании. Ленар Гинатуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. А еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте. Четверг будет пасмурным, теплым и дождливым. Об этом позже. Давно мечтаете о новом шкаф-купе? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166. Адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево теплая погода сохраняется, плюс 11, но будет облачно и сыро. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге такая же погода, до 11 градусов тепла с дождем. На севере республики – Менделинске, Агрызе, Менделеевске – будет пасмурно, пройдут осенние дожди. На северо-западе – в Варске, в Кукмаре, Балтаси – днем воздух прогреется до плюс 12, местами дождь. На юго-западе – в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном еще теплее, тут плюс 13, но будет пасмурно и с дождем. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше без осадков не обойдется. Столбики термометров покажут 11 градусов со знаком плюс. В пятницу к вечеру ожидается резкое похолодание. Дождь сменится снегом. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. 7 ноября в Казани будет пасмурно и сыро, но тепло. Дневная температура 13 градусов. Ветер юго-западный, порывистый. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.